Временно исполняющий обязанности главы Якутии Егор Борисов с рабочей поездкой посетил город Ленск. Там он провел встречу с населением. Во время диалога поднимались вопросы внешней политики, консолидации народа, перспективов республики и другие. Не обошли вниманием и тему строительства газопровода «Сила Сибири». Смотрите далее. У временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова состоялась встреча с населением Ленска, носившая сугубо деловой характер. Егор Афанасьевич кратко изложил свое мнение по поводу ситуации в стране и влияния международных отношений на экономику регионов. Внимание правительства Российской Федерации к Якутии в последнее время заметно усилилось. Обладая богатым запасом природных ресурсов, она в масштабах страны играет большую стратегическую роль. Сегодня у нас реализуются достаточно емкие такие значимые проекты, которые решают не только судьбу нашей республики, но и имеют отношение к целому развитию Дальнего Востока. Теперь для того, чтобы Якутия воспринималась руководством страны, мы делаем все возможное, чтобы все-таки особенности Якутии знали и в Москве. Они не понимали, какие у нас большие объемы пространстве, у нас очень сложная транспортная схема, очень сложные климатические условия. Это они не понимали. Поэтому приходилось убеждать, доказывать, и многих пришлось приглашать в Якутию, чтобы они сами по себе почувствовали эту особенность нашей Якутии. И нам это удалось. Большинство министров посетили Якутию за 2 года. Некоторые даже по 3-4 раза посетили. И мы их возили по всей Якутии, показывали, какие пространства, какие особенности, чтобы они понимали, тогда, когда формируются федеральные программы, тогда, когда формируются межбюджетные отношения между Республикой Саха-Якутия и Москвой, правительством Российской Федерации, Минфином России, они понимали эту особенность. Говоря о перспективах развития Якутии, Егор Борисов выделил строительство газопровода «Сила Сибири». С ним связано экономическое будущее региона. На укрепление стабильности работают и другие важные проекты, но проблем пока еще много. О них и предложил поговорить Егор Борисов. Именно диалог с населением он отметил как главную составляющую своей работы. Ленчане не заставили себя долго ждать. Вопросы из зала касались строительства дорог в городе и микрорайонах, выплаты страховых взносов бывшим работникам Пеледуйска РЭП и компенсации сокращенному коллективу МУП ЖКХ город Ленск, строительство спортивного комплекса и детских садов, тарифов ЖКХ и, конечно, состояние медицины. К ответам активно привлекались приехавшие с Егором Борисовым руководители министерств и ведомств. По большинству вопросов прозвучали положительные ответы с обозначением конкретных сроков. Какие-то проблемы ленчан взяты на заметку.